смотришь, и такое ощущение, вот сейчас улыбнется, сейчас заговорит. Своего родственника среди полусотни графических портретов Роза нашла тотчас же. В далекие 40-е летчик-бомбардировщик Ахмед Мальсагов, защищавший нашу родину, теперь живет в памяти близких. Воспоминания пробуждают и фотографии, которые Роза взяла с собой. На фотоснимках родители отважного солдата, а еще младший брат, танкист Магомед, погибший в начале войны. Через несколько месяцев, в 1942-м, вслед за ним ушел и Ахмед. Его буквально неделю перед войной прислали домой, в увольнение, в отпуск. 21-го ему засватали девушку с Урхахов. Засватали, вечером пришла повестка, что срочно явиться в расположение части. Он уехал. Через несколько месяцев погиб. Девушка ждала, она долго ждала, даже после войны, когда даже сказали, что он погиб, что не вернется. Как ждала его. Потом уже Мярда поехал, поговорил, объяснил, что бесполезно ждать, что это правда, что погиб, что нет никаких шансов, что вернется. Даже несмотря на это, она еще несколько лет не выходила замуж. На 50 портретах изображены те, кто рискнул всем ради защиты Родины. Отобразить их в своей выставке «Несгибаемые герои Великой Отечественной» решилась художница Елена Сухорукова. В экспозиции представлено 50 графических портретов. На них изображены 45 героев Ингушетии, 5 известных актеров, сражавшихся в войне. Это не первый визит гостей в наш регион. В прошлом году художница приезжала с передвижной выставкой «Воины Гиппократа», посвященной погибшим врачам в борьбе с коронавирусом. Сейчас же она отдает дань уважения защитникам Великой Отечественной. У кого-то веселость, у кого-то целеустремленность, напористость, у кого-то скромность. И вот это все проявляется в портрете, именно когда начинаешь проводить черты. У меня принцип рисования – это свет и тени. То есть я смотрю, как ложится тень, как ложится свет. Когда я рисую маслом, там такого нет принципа контраста. А здесь именно вся фишка именно в тенях. К 50-летию организации этого музея и 110-летию нашего основателя музея Елена Викторовна Сухорукова привезла к нам выставку наших воинов-ингушей, которые защищали во время Великой Отечественной войны, на всех фронтах Великой Отечественной войны, нашу Родину. Художница постаралась передать через портреты не только фотографическую точность, но и отобразить характер. И ей это удалось, отмечает Ася Абдурзакова. Племянница Шервани Костоева очень благодарна, что коллекцию пополнил ее родственник. Память о нем чтит не одно поколение ее семьи. Воспоминания о нем всегда пробуждают гордость и восхищение. Художница очень так тонко схватила черты характера, даже вот по рассказам мамы, папы, моих тетушек, вот его характер, его поступь, его такая вот мужественность, природная воинственность. Художнице это очень удалось, и это радует. Так что за это большое спасибо. Ахмед Мальсагов, Шервани Костоев, Мурат Аздоев. Всем троим в 1995 году присвоено звание Героев Российской Федерации, но при жизни его получил только Мурат Аздоев. О его жизненном и боевом пути знают сын и правнук героя Абдул Малик. А кем он был? Он был летчиком. А сколько он вылетов совершил? Вылетов 248. А сколько он сбил самолетов? 8. Отец был очень добродушный, был храбрый, смелый, серьезный был со всеми. Любил детей очень, родственников, соседей, все постоянно. Любил приглашать людей домой. Великую победу долгих 4 года ковали наши родные и близкие. Помнить о них и чтить их память – наш долг, отмечает художница. Сотрудники и посетители Ингушского музея краеведения приятно удивили ее именно этим трепетным отношением к своим землякам. Работники музеев с радостью об этом рассказывают. И рассказывают гораздо больше, чем им, например, записана была изначальная текстовка. То есть и они дальше продолжают раскапывать их истории. Им очень интересно все, что с ними происходит, с их героями, которых они представили. Они каждому из них относятся как к своему родственнику. Меня это поразило и вдохновило на создание именно портретов ингушей.
В память о наших защитниках художница написала поэму «Туган Мальсагов и другие герои Ингушетии», где отобразила весь их боевой путь и подвиги. Художница очень надеется ее выпустить, ну а сама выставка продлится в музее до конца мая. Дана Плива, Асхабила, Киев, Новости 24.